Меня слышно? Да, Юрий Владимирович, мы вас прекрасно видим и прекрасно слышим. Очень рады видеть. Я рад приветствовать всех коллег из вашего региона. Для нас это один из немногих опытов взаимодействия с другими регионами, и поэтому мы приносим извинения, если у нас что-то не получится или вы не услышите то, чего хотите услышать. Однако мы подготовились и представим вам опыт своей работы, опыт работы школы, которая находится в центре Санкт-Петербурга и имеет определенную специфику, поскольку школ в Санкт-Петербурге много, и каждая из них имеет свою особенность. Так вот, наша особенность – это изучение иностранного языка английского, и это главная особенность нашей школы. Наверное, эта особенность, эта школа имеет достаточно большую историю. Она создана в 1907 году и строилась как памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, учебного заведения школы. И вот с тех пор она существует как школа уже более 100 лет. И поэтому накладываются определенные обязанности, скажем так, традиции для школы вот в этих направлениях. Но сегодня тема, конечно, звучит о том, как ориентировать, профессионально ориентировать школьников в их будущей профессии, в их будущем жизнеутверждении. И я бы хотел рассказать в первую очередь о том, какими возможностями обладает школа Санкт-Петербурга, находящаяся в центре Санкт-Петербурга, для того, чтобы организовать такую работу. Профориентация – это достаточно традиционное понятие, традиционная работа, которой занимается школа уже много десятков лет. Однако в каждый период профориентация приобретает свою особенность. И мы сейчас делаем акцент больше не на ориентации, не на профессиональной ориентации, а на профессиональном становлении школьников, для того, чтобы они не просто ориентировались в том, какие есть профессии, какую выбрать, а уже на школьной скамье пошли по определенному пути и получали определенные практики в определенных видах профессий. Школа в Санкт-Петербурге является не отдельным звеном и не сама по себе занимается профориентацией, а является, в общем, определенным центром в общей системе профессиональной ориентации всего города, всего региона, поскольку регион представлен широким кругом возможностей, которые школа будет показывать и встраиваться в эту вот систему. В городе есть определенные городские кружки и секции, и на эти кружки и секции работает определенная образовательная организация. В городе есть ряд городских, даже, может быть, региональных проектов, и каждая школа выполняет определенную роль в качестве проводника по этим проектам. Город активно участвует в таком направлении, как Junior Skills, и наш город представляет и будет уже в ближайшее время представлять центральное место в соревнованиях и в чемпионатах World Skills профессионального мастерства. И поэтому большинство школ участвует вот в этом направлении и подготавливает своих участников. Ну и каждая школа разрабатывает еще и собственный путь, разрабатывает
образовательные события, подготавливает курсы по выбору, профильные предметы, разрабатывает определенные навигаторы поступления, наряду с теми профессиональными кружками и секциями, которые в зависимости от того, какая материальная база может представить. Для того, чтобы эти мероприятия, школьные профориентационные мероприятия происходили на более качественном уровне, в нашей школе разработаны такие ряд определенных моментов, в которых мы еще пока не профессионалы, но можем поделиться определенным опытом. Это так называемые профессиональные пробы и психолого-педагогическое сопровождение ученика именно в профориентационном направлении. Для того, чтобы организовать маршрут для ученика в области планирования своих профессиональных устремлений, нужно обладать определенной базой возможностей, которые предоставляет город. И поэтому, конечно, центральное место в нашей работе занимают ученики 8-9 классов. Мы знаем, что разные ученики в разных школах, есть одаренные, есть успешные, есть не совсем успешные. И каждый имеет право на свой образовательный маршрут и на свою будущую профессиональную жизнь. И поэтому начинаем мы со знакомства с теми образовательными организациями, которые могут на разном этапе предложить свои услуги. Почему именно 8-9 класс? Ну, начиная с 8 класса у нас в городе уже начинают работать ряд колледжей, которые могут принять ученика с неполным основным образованием и продолжить это образование уже в стенах колледжа вместе с получением профессии. Таких колледжей очень немного, но они все-таки есть, и в разных ситуациях, возможно, у нас, правда, небольшой опыт перехода наших учеников после 8 класса в колледж, но однако же в нашем районе такие случаи есть. И поэтому мы собрали в одну базу по интернету, по другим информационным системам, собрали список колледжей и распределили эти колледжи по определенным направлениям в зависимости не от специфики их работы, а от специфики поступления к ним. То есть после 8 класса, после 9 класса, после 11 класса, в зависимости от того, с какими баллами они принимают, со средним баллом они принимают к себе на обучение, на бюджетной или не бюджетной основе. И так же, как и школы, конечно, колледжи обладают определенным рейтингом. Существует рейтинг 500 лучших колледжей России. Поэтому и по этому направлению тоже есть определенная классификация. Вот очень, конечно, пользуются спросом колледжи, которые обладают возможностью принятия учащихся после 9 класса с не очень высокими баллами, средними баллами аттестата. И вот для примера я вам покажу, открою сайт, в котором колледжи Санкт-Петербурга после 9 класса, которые распределяются по среднему баллу аттестатов, начиная от 3. Это достаточно низкий средний балл аттестата, и наши колледжи, если такой балл есть, то их тоже, в общем-то, немного, но, по крайней мере, они существуют. В этих колледжах есть бюджетные места и внебюджетные места. И, конечно, у тех детей, которые имеют низкий балл, средний балл аттестата, конечно, большой шанс
поступить именно в эти колледжи, да еще и на внебюджетной основе. Такая система у нас представляется детям для того, чтобы они на занятиях предпрофильной подготовки выбирали или, по крайней мере, интересовались этим. Данная подборка, она высылается и размещается во внутренних сетях классов, и родители тоже с ними могут познакомиться. Помимо этого, существует ряд колледжей, с которыми у нас установились дружественные отношения и заключены сетевые договоры взаимодействия. Это ряд колледжей, которые расположены в непосредственной близости к школе, а также те колледжи, которые созвучны со спецификой преподаваемых предметов на углубленном уровне в нашем образовательном учреждении. Это колледжи, Российский колледж традиционной культуры, это Александровский колледж, который расположен рядом с нами, это колледж туризма, который тоже расположен рядом с нами. Понятно, что колледж туризма – это колледж, который заинтересован в абитуриентах, знающих иностранный язык. Это Некрасовский колледж, колледж педагогический, один из лучших колледжей Санкт-Петербурга, который готовит преподавателей, учителей начальной школы. И до недавнего времени, тогда, когда было разрешено преподавать иностранный язык в начальной школе выпускникам этого колледжа, очень большое количество наших выпускников поступало именно в Некрасовский колледж. Колледж метрополитена, понятно, что наш город большой город, большая сеть метро, и поэтому это один из крупнейших колледжей Санкт-Петербурга, и в нем тоже учатся наши дети. Конечно, все-таки наша школа ориентируется на поступление в высшее учебное заведение. И обладая достаточно серьезной подготовкой по иностранному языку и по ряду другим предметам, у нас существуют определенные связи, договорные отношения с лучшими санкт-петербургскими университетами, которые вот представлены сейчас на слайде. В первую очередь я хотел бы обратить внимание на университет имени Герцена, педагогический университет, с которым у нас давние дружественные отношения, и существует ряд договоров целевого поступления наших выпускников именно в этот университет на определенные факультеты. Это Санкт-Петербургский университет, Институт педагогики, известный, один из крупнейших университетов. И Институт педагогики – это тот институт в этом университете, который помогает нам в научно-методической работе в плане психолого-педагогического сопровождения учителей и будущих учителей, будущих педагогов, которые могут поступить в университет. Рядом с нами находится известнейший в Санкт-Петербурге ИТМО, Санкт-Петербургский университет точной механики и оптики, который прославился знаменитыми выпускниками в области IT-технологий, которые занимают большинство мест в международных олимпиадах по именно этому направлению. Расположен он настолько рядом с нами, что дети, когда идут в школу, они просто вот вынуждены мимо проходить. И, соответственно, это тот университет, с которым мы имеем давнюю дружбу и отношения. Точно так же, как средние профессиональные училища, колледжи, у нас также собрана полная база высших профессиональных заведений, которые
с которыми наши выпускники могут знакомиться и ориентироваться в этом объеме, в объеме тех вступительных экзаменов, в объеме тех курсов, которые предоставляют эти университеты. Понятно, что Санкт-Петербург – это город, в котором высшее образование достаточно серьезное, и не секрет, что в тот момент, когда полностью перешли на единый государственный экзамен, то желающих поступить в университеты Санкт-Петербурга, оно, конечно, возросло. И конкуренция для поступления, она очень высока. И, конечно, наши выпускники стремятся поступить в лучшие университеты, которые находятся у нас в городе. Профориентационные проекты. Для того, чтобы организовать работу в школе, конечно, не просто показывать, какие есть учебные заведения, но нужно еще и готовиться по определенным своим профориентационным намерениям, определить свои способности в этих намерениях. И у нас есть в школе человек, который занимается профориентационной работой, и она имеет определенные часы, и это вот благодаря ей собраны определенные виды диагностик, по которым можно было бы определить свои намерения. И поэтому я хотел представить вам вот такой вот проект. Это мы тоже нашли его, подготовили, протестировали такой сайт. Это не наша разработка, естественно, но она очень эффективна для того, чтобы понять и определить выпускнику свое место в огромном спектре профессий и начинать работать уже по определенным направлениям, которые представлены вот здесь, хотя бы на этом сайте. Поэтому если, например, ученик выбирает какую-то профессию, связанную, я не знаю, ну вот с визажистом, стилистом, но после краткой характеристики и мест работы он может пройти определенный тест и набрать по своим показаниям, по своим способностям, набрать определенное количество баллов, которые определят, он подходит к этой профессии или не подходит. Юрий Владимирович, мы на минуточку, пожалуйста, прервемся. Мы видим, что вы смотрите на презентацию, но не видят ее участники. Вот немножечко... Так, надо это нам не сказали. Да, вот, потому что мы немножечко не понимаем, что происходит. Что происходит? Надо было вам раньше сказать. Видите? Рабочий стол наш виден? Нет. Людмила Ростиславовна, скажите, как называется? Возможности, да? Вот этот? Да. Вот. Видите? Сейчас мы его увидим все. Сейчас. Видите? Да, вот сейчас мы видим, а так не подключили, и поэтому, потому что вы же сами листаете и не нажали на эту кнопочку, поэтому не видели. Ничего страшного. Данный семинар записывается и увидим еще. Спасибо. Но мы же, по-моему, договорились, что эта презентация и все материалы будут у вас, или они уже у вас? Да, они уже у нас. Да. Ага. Уважаемые коллеги, они все будут вам представлены. Не волнуйтесь, пожалуйста. Сейчас видно, Анжелика Васильевна? Ну, все. Ну, наверное, видно. Для учеников, для школьников существуют еще образовательные онлайн-курсы, которые... Сейчас посмотрим. Образовательные онлайн-курсы по определенным направлениям профессии, по направлениям деятельности человека.
которые как платные, так и бесплатные, но мы, конечно, ориентируемся на бесплатных, поскольку любые формы оплаты – это уже сложности определенные. Вот. И поэтому есть курсы, которые разработаны университетами, и эти курсы, на которых читают преподаватели университетов, доступны онлайн, и они на наших уроках или на наших с группами по внеурочной деятельности читаются, или это могут сделать самостоятельно дети с родителями именно вот в этот период самоизоляции, который нас в этом году постиг так неожиданно. Вот, поэтому особенно вот, например, психология педагогического взаимодействия – это как раз наша тема, тема профессиональной подготовки наших детей, которые выбирают путь будущих педагогов. Дальше, да? В городе разработаны ряд профориентационных проектов, в которых мы также можем участвовать, а можем не участвовать. Вот здесь представлены ряд проектов. Особенно важен проект «Билет в будущее», но и также разработанный тест Государственным университетом по профориентации для старшеклассников. Он там состоит из порядка 20 с лишним вопросов, совершенно простых, первоначальных, для того, чтобы самоопределиться в профессии. Ну и «Билет в будущее» – это общероссийский проект. В каждом регионе он разрабатывается своим образом. Нам очень нравится проект, который разработан в Москве и представляется как в рамках национального проекта образования и реализуется по поручению президента. В нем можно участвовать лишь на бесплатной основе, никаких платных позиций в данном случае нет. И на основе этого проекта, достаточно простого, вся школа может как классом, так и всей школой включиться в него и работать по направлению профессиональной ориентации. Рекомендую обратить внимание именно вот на этот проект. Равно с таким же проектом в нашем городе создается единая база учебных, производственных организаций, практик, особенно летних практик, где дети могут пройти обучение уже на производстве по определенным направлениям. Он тоже называется также «Билет в будущее», и наши все школы подключены на этот проект. Я уже немного упоминал в начале о профессиональных конкурсах Junior Skills, в которых наша школа тоже участвовала и участвует. Это конкурс «Молодые профессионалы», который в 2021 году город будет принимать мировой чемпионат в нашем городе и будет проходить уже в таком вот международном аспекте. Но сейчас ежегодно, и вот только-только закончился конкурс, который проходил в нашем городе по программе «Молодые профессионалы», и городского конкурса «Шаг в профессию» тоже по тем же самым стандартам Junior Skills. Наши дети участвуют в таких номинациях, как преподавание в наших классах, разработка мобильных приложений, прототипирование и вот в рамках «Шага в профессию» мультимедийная журналистика. Она называется 14+. Ну, вот такое название имеется. Это принимают участие дети, обладающие возрастом от 14 лет.
Есть ссылки, можно по ним пройти и посмотреть. Мы участвуем в профессиональных конкурсах, потому как вот в предыдущие годы, до 2017 года, мы были районной экспериментальной площадкой по теме модели медиаобразования в образовательном пространстве школы. И на основе этой модели были разработаны определенные практики, сделан видеоцентр, работал театр на английском языке, было устроена радиостудия, работает газета школьная, пиар-центр, и ко всей центру был еще подключен школьный музей. Таким образом, в рамках этого проекта наши журналисты разработали ряд таких интересных проектов, как вот «Недетский вопрос», о котором будут говорить несколько позже мои коллеги. В рамках медиаобразования наши школьники выступают и участвуют в конкурсах и фестивалях, вот таких как фестиваль детского литературного творчества под руководством Союза писателей России и всероссийском конкурсе «Искатели своих корней». Ежегодно мы побеждаем, есть грамоты, есть победители, но самое это интересное, что после такого участия наших детей в конкурсах, наши дети становятся действительно настоящими журналистами, выбирают этот профессиональный путь, и уже есть результаты, о которых тоже вам несколько позже расскажу. Издательское дело в школе. Тоже всероссийский конкурс. Мы имеем школьную газету. Она у нас работает, наверное, с начала 2000-х годов, и, если не раньше. Правда, уже перешла в виртуальное, поскольку шуршание страниц, оно уже стало немодным для наших детей. Поэтому у каждого в своих гаджетах газета «Винегрет» существует. Мы участвуем в конкурсе журналистики «Золотое перышко», которое разработано при поддержке комитета по делам молодежи администрации города Тобольска. Тоже международный, так сказать, проект, в котором участвуем и занимаем тоже определенные места. Что касается городских возможностей для участия детей в этом направлении, то структура следующая. У нас есть центральный городской дворец творчества юных. Находится он на Невском проспекте. Старинный особняк, который руководит, во-первых, своими направлениями развития детей, но и также районными дворцами и домами детского творчества. Кроме того, городской дворец детского творчества обладает еще и загородной базой, которая называется загородный центр детского творчества «Зеркальный», находится в красивейшем месте под Санкт-Петербургом. Уже вторая жизнь у этого лагеря, реконструированный, обновленный, в который работает он круглосуточно по определенным направлениям, и в который могут поехать целыми классами любые школы Санкт-Петербурга. Есть смены чисто профессиональные, есть смены творческие, есть смены, которые направлены на лидерские качества и на объединение коллективов детей, и пользуются огромным спросом. Если рассматривать в международном, скажем, в общероссийском масштабе, то
Ну, что-то наподобие маленького Артека, только северного типа, наверное, будем так говорить. Последние годы, наверное, это лет 5 или 6, в городе открылись совершенно новые учреждения, образовательные центры, такие как Академия цифровых технологий. Находится тоже недалеко от нашей школы. Это здание перестроено после колледжа, который не стал пользоваться спросом, и который переформатировали и создали определенное образовательное пространство с инженерными местами, с кабинетами робототехники, с кабинетами, где проводятся конференции, исследования. И это здание, которое работает теперь на весь город, в котором учатся дети во второй половине дня и работает с достаточно хорошим качественным оборудованием. И еще одна академия построена в историческом центре на Каменном острове, Академия талантов. Она, конечно, в первую очередь рассчитана не на технически творческих детей, а на детей, которые обладают творчеством в области искусства, визуальных искусств, выставочных, концертных направлений. И в нем работают потом по тому же типу во второй половине дня учатся дети тоже со всего города. Однако в каждом районе есть еще и свои дома творчества. Вот, например, в нашем районе расположен дворец детского творчества Петроградского района. Общий принцип устройства этих дворцов, некоторые называются дворцами, некоторые называются домами детского творчества, но у них единый принцип устройства и система устройства. Есть кружки творческой направленности, а есть кружки технической направленности. Таким образом, я попытался раскрыть вам, может быть сумбурно, но вот попытался раскрыть вам всю систему работы и устройства, городскую систему устройства профориентационной работы для учащихся школы. Практически каждый ребенок в нашем городе занимается в каком-то кружке, либо при школе, либо при Дворце творчества юных, либо в Академии цифровых талантов, цифровых технологий, либо в Академии талантов. Практически нет таких детей, которые бы не участвовали в каком-то направлении профориентационной работы. Так, ну вот мое выступление подошло к концу. Я передаю тогда слово вам или Людмиле Ростиславовне. Кому? Добрый день, коллеги, нас слышно? Коллеги. Слышно, да, слышно. Людмила Ростиславовна, вас прекрасно слышно, мы вас видим, слышим. Очень рада видеть вас. Предоставляем. Спасибо. Коллеги, я хочу познакомить с нашей системой работы профильного обучения.
Сейчас, 1 минуту. В 2018-2019 учебном году каждая школа искала свою нишу в плане обучения школьников, в плане профориентации. И в нашем городе существуют школы с различными классами, естественно, научными, социально-экономический класс, таких очень много, инженерных, технологических классов. И мы искали тоже свою нишу, потому что школа у нас гуманитарная, с углубленным изучением английского языка. И когда мы провели мониторинг образовательных учреждений разной направленности, оказалось, что социальными технологиями практически никто не занимается. Вот школ, в которых были бы социальные классы, просто нет. То есть дети с развитым социальным интеллектом испытывают в плане профессионального самоопределения достаточно большие трудности. Поэтому мы решили, что мы организуем на базе своей школы социальный класс. С другой стороны, в этом же году нашего директора вызвали в комитет образования и сказали, что по профессиям педагогической направленности в соревнованиях WorldSkills нет юниорского направления, то есть эта компетенция не разработана. И нашей школе поручили разработать компетенцию в преподавании в младших классах для того, чтобы дети могли участвовать вот в этой компетенции на международных соревнованиях. И подобрали нам партнеров. Партнерами стали Некрасовский педагогический колледж, который, собственно говоря, и является руководителем площадки регионального чемпионата, и ДДТ Петроградского района. То есть наши интересы совпали с интересами комитета по образованию. Итак, в нашей школе появился социально-педагогический класс. Для того, чтобы социально-педагогический класс смог учиться по определенной программе, мы разработали сетевую программу «Будущие учителя цифровой эпохи». Она разработана 3 образовательными учреждениями и состоит из 2 модулей. Первый модуль – это программа лективных курсов социально-педагогической направленности, а второй модуль – это сетевая программа дополнительного образования юниор-профи. То есть по существу эта программа готовит детей к участию в соревнованиях WorldSkills по педагогической направленности. Но разрабатывали мы не просто так эту программу, а с учетом того проекта, который создала наша школа в плане заказа комитета по образованию. Людмила Ростиславовна, простите, пожалуйста, еще маленький вопросик. Вы сейчас листаете свою презентацию или еще нет? Листаю. Потому что мы опять ее не видим. То есть мы видим профильное обучение, но не видим, как вы перелистываете. Так, 1 минуту, сейчас. Рабочий стол у нас закрыт. Презентации. Листаю. Да, все, 1 минуту. Угу. Спасибо. Да, угу. Спасибо, что сказали. Так вот, проект нашей образовательной программы транспонировался вот в такую сетевую программу «Будущие учителя цифровой эпохи». Основа научных знаний – это программа лективных курсов социально-педагогической направленности. А социальное проектирование и профессиональные пробы – это второй модуль, сетевая программа дополнительного образования юниор-профи. Какие курсы у нас реализуются? Учить детей мы начинаем с 9 класса. И учатся практической психологии все. В 10 классе, в зависимости от того, какое направление дальнейшее выбирают дети, об этом я чуть позже скажу, за счет часов неурочной деятельности они осваивают продолжение курса «Практическая психология». Наши партнеры читают очень интересный курс, который называется «Психология общения», а также формирование гибких навыков, которые необходимы любому человеку в любом виде деятельности. Второй модуль, сетевая программа Junior Profi, она построена на основе тех испытаний, которые существуют на площадке соревнований WorldSkills по профессии
преподавания в младших классах. А именно, дети должны в рамках конкурсных испытаний создать веб-квест по материалам литературного произведения на платформе Wix, провести воспитательное мероприятие с использованием интерактивного оборудования и элементов робототехники, а также провести обучающий интерактив. Поэтому наша программа состоит из 3 модулей, и в ней собраны методические рекомендации по подготовке к этим 3 испытаниям. При этом при реализации программы используется кроссплатформенный подход, то есть это освоение параллельно нескольких компетенций. С одной стороны, психолого-педагогических, потому что это преподавание в младших классах, с другой стороны, медиа и робототехники, потому что это требуется в ходе конкурсных испытаний. Все, что разрабатывают дети, готовясь к соревнованиям, это их личные проекты, поэтому проектный метод также применяется. Ну и вы видите, что поскольку 3 образовательных учреждения разрабатывали эту программу, то имеет место сетевой формат реализации. Что должны уметь юниоры, которые выходят на площадку? Они должны владеть квест-технологией, как образовательной технологией. Они должны уметь разрабатывать сайты, владеть интерактивным оборудованием. И интерактивный пол, и интерактивный стол, и интерактивная доска. Уметь собирать роботов, а также владеть технологией проведения мастер-класса. Понятно, что учителя, которые готовят детей к этим соревнованиям, вот всеми этими компетенциями должны тоже обладать. Поэтому для учителей, которые, а у нас достаточно большая команда, в школе, которая занимается подготовкой детей к таким соревнованиям, те педагоги, которые владеют какими-то отдельными навыками и умениями, они обучают весь педагогический коллектив. Но если дети умеют, то должны уметь и педагоги. Тем самым, в общем-то, мы повышаем компетенцию, готовя детей к соревнованиям и педагогического коллектива. Те педагоги, которые занимаются подготовкой конкурсантов, они могут стать экспертами Junior Skills. Для того, чтобы это случилось, они должны иметь профессиональное образование и опыт работы по содержанию компетенции не менее 5 лет. Они должны иметь юниора, которого подготовили для участия в состязаниях, и принимать активное участие во время состязаний в доработке конкурсных заданий и оценке их выполнения. Также для педагогов нашей школы силами Некрасовского педколледжа, там сертифицированные эксперты, были прочитаны курсы по владению инструментами движения Junior Skills. Какие результаты мы получили? В рамках реализации программы обучающиеся приобретают профессиональные навыки, осваивают соревновательную деятельность как модель будущей технологической конкурентной среды. Вы видите, что на площадку выходит, вот посмотрите на таблицу, достаточно большое количество детей. В основном это 9 классы, потому что там есть ограничения на возраст. На момент всероссийских соревнований ребенку не должно исполниться 17 лет. Поэтому в основном у нас 9-классники. Из 10 класса немного народу, я еще раз говорю, это возрастное ограничение. Ну а через курсы, модуль 1, проходит практически вся параллель 9 и 10 классов. Также освоение данной программы позволяет проверить себя в реальном мире профессии. Юрий Владимирович у вас когда представлял те компетенции, в которых мы принимаем участие, а таких компетенций 4, поэтому у нас в школе помимо педагогического направления реализуется еще 3 других направления для того, чтобы дети могли почувствовать себя вот в конкурентной среде. Также подтверждает свой уровень профессиональной подготовки на соревнованиях и повышает собственный имидж. Это достижение 19-20 года. Вы видите, что мы проходим все 3 этапа, начиная от школьного отборочного, куда мы приглашаем профессиональных экспертов, колледжи партнеров педагогических, региональный отборочный чемпионат, который проходит на базе Некрасовского педколледжа, ну и открытый чемпионат, который проходит у нас
на отдельной площадке. Что это дает для педагогов? С одной стороны, люди проходят внутрифирменное повышение квалификации. С другой стороны, овладевают какими-то компетенциями в плане владения цифровыми инструментами на базе РГПУ имени Герцена. И осваивают, получают статус эксперта соревнований WorldSkills при помощи партнеров из Некрасовского педагогического колледжа. Какие продукты нами были разработаны при реализации данного направления? Методический сборник, который есть на сайте нашей школы. И если вы заинтересовались этим направлением, вы можете его скачать. Но этот сборник надо, когда вы его используете, надо учитывать, что каждый год в содержании конкурсных испытаний вносятся коррективы. И наш продукт можно использовать в качестве модели для создания собственного информационно-образовательного ресурса. Потому что, еще раз говорю, конкурсные задания обновляются на 30% ежегодно на национальных чемпионатах. Мы пытаемся выпускать последующие версии доработанных заданий, последующие версии нашего сборника, которые позволяют этот материал использовать ежегодно. А также для того, чтобы иметь интернет-поддержку нашего направления, разработан сайт, который получил название «Будущие учителя цифровой эпохи». Формат он имеет лангрида, это значит одностраничный сайт, на котором присутствуют различные точки зрения на один и тот же вопрос. Мы немного расширили наше направление, потому что мы стали рассматривать текущих, практикующих учителей, как тоже учителей цифровой эпохи. Тем более пандемия она расставила все точки над «и». Поэтому есть материал, который позволяет учителю и ученику успешно работать в цифровой образовательной среде. Вы можете выйти на наш сайт, тут ссылку вы видите на экране, и все эти ресурсы будут доступны вам для использования. Там есть копилка педагогическая, в которой собраны, с одной стороны, уроки, разработанные нашими учителями. Наша школа имеет собственный YouTube-канал, и трансляции уроков там происходит, включая текущий момент. А также там есть информация, связанная с детским портфолио. То есть дети записывают также различные какие-то интерактивные мастер-классы, которые также помещаются на этот YouTube-канал. Также можно найти там информацию, связанную с проектной деятельностью, то есть дистанционные уроки по курсу «Как разработать проект», дистанционные уроки по направлению «Практическая психология» и все, что касается направления Journal Skills, методические рекомендации, детское портфолио, наши достижения и детские разработки, детские воспитательные мероприятия, которые они готовили, участвуя в различных конкурсах, проведение интерактива, веб-сайты, которые они разработали по данному направлению. Все это достаточно интересно, и мы это используем как образцы, когда каждый год начинаем учить новых детей, участников таких конкурсов. Все бы было хорошо. Мы так работали с 2018 года, пока не случился ГОС. А вот с 2019 года в 9 классе, а с этого года в 10 классе эту систему надо было немного модернизировать, и надо было встраивать в реалии текущего времени. И как у нас это получилось? Понятно, что в каждом образовательном учреждении может быть предпрофиль, но у нас предпрофильная подготовка сводится к ознакомлению наших учащихся с программами профильного обучения, с организационной моделью профильного обучения, с перспективами профессионального обучения. Юрий Владимирович доказал вам, когда рассказывал наш опыт работы, и с условиями обучения по программам профильного обучения. А что же курс «Практическая психология»? Поскольку школа гуманитарная, и через этот курс проходят все. Это часы внеурочной деятельности, он является обязательным для всех девятиклассников нашей школы. Вы знаете, что в соответствии с требованиями ВГОС, к учебным планам, мы должны выбрать
составить учебный план одного или нескольких профилей из 5 установленных. Поскольку у нас углубленное изучение английского языка, мы можем выбрать только универсальный профиль для того, чтобы обеспечить все-таки те направления обучения, которые интересны нашим детям, и не потерять сильных учеников. У нас в городе очень востребованное физико-математическое направление, поэтому до тех пор, пока у нас такового не было, у нас был отток сильных детей в другие образовательные учреждения. И у нас получилось 3 универсальных профиля. Первый вариант – это направление технологическое. Вы видите, у нас, во-первых, английский язык на углубленном уровне, школа английская, русский язык на углубленном уровне, потому что он поддерживает лингвистическое направление нашего образовательного учреждения. Математика, поскольку это технологическое направление на углубленном уровне. Информатику ребенок может выбрать на любом из 2 уровней, либо на базовом, либо на углубленном. Базовый – это 2 часа в неделю только в 10 классе. В 11 классе информатики нет. И если ребенок собирается в 11 классе сдавать ЕГЭ по данному предмету, он выбирает углубленный уровень с расчасовкой 4 часа в неделю за счет часов неурочной деятельности. Что еще интересно по нашему учебному плану? Вы видите те предметы, которые введены в красный кружочек. Они реализуются только в 10 классе. В 11 классе эти предметы не изучаются. Но, видите, 6 часов. Вот нам вместо этих 6 часов встают 6 часов лективных курсов, которые поддерживают профильное направление. Вот из этих 6 часов вот 4 уйдет на физику, потому что физика рассматривается по базовому варианту и в 10 и в 11 направлении технологическое. Другой вариант направление естественно-научное. Принцип точно такой же, но добавлен дополнительный час истории. Помимо углубленного изучения английского и русского языка, посмотрите, пожалуйста, как мы будем реализовывать химико-биологическое обучение. По базовому варианту они учатся в 10 классе, а по профильному в 11 с расчасовкой 4 часа в неделю. Те лективные курсы, которые у них есть, это тоже либо химия, либо биология, и они усиливают профиль тоже в 11 классе. Ну и, наконец, то направление, которое, собственно говоря, нас интересует с точки зрения подготовки будущих педагогов. Это социально-экономическое направление в рамках 3-го варианта универсального профиля. Что говорится при подготовке детей будущих педагогов? У них должен быть, у них на углубленном уровне нужно изучать иностранный язык, историю, русский язык. У нас все это есть. Плюс у нас за счет часов неурочной деятельности вводится предмет практическая психология. Если мы видели во всех предыдущих универсальных профилях не было элективных курсов в 10 классе, они возникали только в 11, то в этом профиле у нас, потому что надо реализовать данную программу, вводится дополнительный элективный курс, он является обязательным для этого класса, практическая психология. Промежуточная аттестация в 10 классе каким образом у нас проходит? В формате ЕГЭ дети сдают тест в программе 10 класса. У них есть устный зачет и защита проекта по теме «Мировое искусство». По русскому языку дети сдают экзамен в формате ЕГЭ, потому что русский – это также углубленное изучение, поддержка лингвистического профиля. Все предметы, изучающиеся на углубленном уровне, также дети сдают в формате ЕГЭ за курс 10 класса. Все остальные предметы оцениваются как средняя арифметическая полугодовых отметок. Ну и индивидуальный проект является обязательным, вы это знаете. Потому что в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. У нас разработан специальный курс, который читается в 11 классе с расчасовкой 34 часа в неделю, позволяющий детям легко ставить проблему, которую они хотят решить, и осуществить целеполагание той работы, которую они делают. На самом деле большее количество времени тратится на то, чтобы грамотно создать целеполагание будущей проектной деятельности.
Мы дали определение учебному проекту. Оно несколько отличается от тех понятий, которые есть в ГОСовской программе. И выбрали для себя методику зеркала прогрессивных преобразований для того, чтобы дети могли заниматься проектной деятельностью. Мы долго искали, как это можно организовать. Сначала мы обратились к интернету, посмотрели те темы, которые предлагаются для проектной деятельности в 9 классе и в старшей школе, и начали их предлагать детям. И тогда мы получили полностью скачанные из интернета работы. Нас это совсем не устроило. Мы поняли, что нужно обучать методике проектной и исследовательской деятельности. И мы выбрали для себя вот эту методику, которая была разработана не так давно, в 2004 году, для того, чтобы на предприятиях организовывать различные стартапы. То есть те прорывные проекты, которые позволяют предприятию подняться. В чем суть этой методики? После того, как ребенок смог поставить проблему, которую он хочет решить, он должен описать те причины, которые приводят к этой проблеме. После этого проблема превращается в цель, а причины в задачи. То есть мы как бы отражаем проблему у зеркала, превращая все минусы в плюсы. Вот такой шаблон позволяет детям понятно и правильно ставить целеполагание тех проектов, которые они реализуют. Дальше они описывают мероприятия, которые необходимо сделать для решения задачи, что будет результатом или продуктом, какие ресурсы им потребуются. И у нас разработаны критерии результативности, которые позволяют оценить проектный продукт. Также есть типизация тех проектов, которые мы на базе своей школы реализуем, и их описание. Вот, например, практикоориентированный проект. Почему я именно выбрала этот в качестве примера? Потому что мы поддерживаем педагогическое направление. Именно практикоориентированный проект вписывается в контекст исследовательской деятельности. И вот цель решения практических задач заказчика. А те дети, которые выходят на площадку, участвуют в соревнованиях, они ограничены рамками этих соревнований, требованиями к тем заданиям конкурсным, которые они должны сделать. Поэтому это именно решение практической задачи заказчика. Доминирующая деятельность – это разработка конкретного заказа в определенной учебно-предметной области. Но и продукт должен обладать потребительскими свойствами, потому что все те продукты, которые они разрабатывают, либо воспитательное мероприятие, либо интерактив, они уже применяют, прокатывают на конкретном коллективе. Такой пример вы видите. Это для детей 9-классников. Они еще не знают ничего про эти конкурсы и не знают про компетенцию преподавания в младших классах. Мы достаточно большое время тратим на то, чтобы познакомить их с этим, когда в 9 классе начинаем засывать и формировать ту команду, которая в будущем будет представлять нашу школу на соревнованиях. Причины минус, которые есть, это отсутствие знания о конкурсе, отсутствие опыта практической работы в конкретной среде, ну, в данном случае в робототехнике, отсутствие опыта работы с интерактивным оборудованием, отсутствие умения подготовить и провести воспитательное мероприятие – это ситуация минус. Цель – принять участие в отборочных школьных соревнованиях по компетенции преподавания в младших классах. Ну и все причины, которые приводят к возникновению данной проблемы, они становятся задачей. Вот тем самым то, что делают дети, готовясь к соревнованиям, мы свели также к проектной деятельности, и результаты их труда засчитываем им как полноценные проекты. Ну и закончить свое выступление я хочу цитатой. Будущее – это не то, куда мы идем, а то, что мы создаем. Дороги следует не искать, а строить. Сам процесс строительства меняет как самого Творца, так и его судьбу. Спасибо за внимание. Я хочу передать слово моей коллеге, заместитель директора по воспитательной работе
Вишняковой Еленой Робертовне, которая познакомит вас с нашим опытом работы в рамках социального проекта «Не детский вопрос». Это тоже просто ориентационное направление. Так, я надеюсь, что меня видно и слышно. Никак не могу привыкнуть к такому формату, когда не вижу живых глаз аудитории. Я вас приветствую, уважаемые коллеги. Рада участвовать в таком глобальном мероприятии. И хочу сегодня поделиться с вами некоторыми формами нашей профориентационной работы. На сегодняшний день современному выпускнику, что греха таить, предоставляются широкие горизонты, предоставляется огромная возможность выбора, и он, как видите, на распутье имеет возможность в международном масштабе представить свое будущее, да, по сравнению даже с 20 веком. Возможности выпускников сейчас расширились многократно. Но в то же время мы сталкиваемся с проблемой, когда некоторые дети, приходя уже в 11 класс, не могут определиться с выбором своего будущего пути. И в этом им не могут помочь ни взрослые, ни сверстники. Человек, переходя в 11 класс, все еще не понимает, куда дальше и как будет выглядеть его будущее. Мы, конечно, постоянно, много лет, все новое, хорошо забытое, старое, работаем с профориентацией. Несколько лет в школе существует центр коммуникаций как место для общения, которое помогает приобщаться к новому типу мышления, общения, творчества. Здесь поднимаются различные проблемы и темы для обсуждения, такие как организация городского пространства, способы восприятия освоения людьми различных контекстов, интерпретация мероприятий массовой культуры, социальная культурная политика и так далее. Центр коммуникации работает и как медиацентр, поскольку обмен информацией – это необходимая составляющая жизни общества, а медиа – один из способов коммуникации, условия человеческой активности, нашей современности. Центр коммуникации – это, конечно, и центр сотрудничества, и общности интересов, партнерских отношений, межличностного диалога. По профориентации существуют различные формы в коммуникативном центре, такие, например, как профи-клуб, творческие встречи с талантливыми людьми, ярмарка ученических фирм, участие наших старшеклассников в шоу «Герои нашего времени», ну и, естественно, различные встречи, экскурсии в рамках классных часов. В общем-то, ничего нового. Но мы как-то задумались над тем, что часто мы предлагаем детям, то есть отвечаем детям на те вопросы, которые нам они не задавали. И отвечая требованиям времени, мы провели исследование профессиональных намерений выпускников 2019 года. В сентябре был проведен опрос, и мы выяснили, что большинство детей выбрали несколько профессий, несколько специальностей на всякий случай, да, чтобы были у них в запасе разные варианты.
20% выбрали профессии, которые связали со своим успехом в различных учебных школьных дисциплинах. 15% только четко определились с выбором профессии в соответствии со своими интересами, и 5% все еще на распутье на сентябрь 2018 года не выбрали еще ничего. И мы, опираясь на проект недетского разговора с президентом, решили разработать свой школьный проект в таком ключе, подключили руководителей школьных СМИ, молодых учителей, специалистов к разработке данного проекта. Формат проекта сложился следующим образом, что решили, опираясь на определяющие факторы, которые мы выяснили с помощью опросов, разработать кейсы, решая которые дети формулируют свои вопросы к представителям различных профессий. И из этого сложилось, потеряла слово, извините, и из их интересов складывается запрос, кого пригласить на пресс-конференцию, встречу профессионалов. После пресс-конференции разработаны, опять же, вопросы, которые с помощью рефлексии дают нам результаты изменения представлений учащихся о данной профессии и о данной сфере деятельности. В проекте «Недетский вопрос» дети занимают уже активную позицию в подготовке, проведении и участии в данном проекте. Мы перед тем, как пригласить гостя на пресс-конференцию, изучили профессиональные предпочтения учащихся и выяснили, как вы видите, что большинство из них предпочитают гуманитарные направления, журналистики, филологии, искусства. И есть такие, кто интересуется направлением IT и физико-математическим. Состоялось две интересных пресс-конференции. Для начала был приглашен Заворовский Михаил Игоревич, генеральный директор Нордэнергоменеджмента. Вторая встреча состоялась с директором и художественным руководителем Санкт-Петербургского театра мастерской Козловым Григорием Михайловичем. Встречи прошли продуктивно, познавательно, и ребята и гости были очень довольны и были заинтересованы в тех самых вопросах, которые сами для себя заранее обозначили при встрече с интересными людьми, профессионалами своего дела. В этом году мы опять же изучили профессиональные предпочтения, особо уделили внимание неопределившимся и выяснили, что большинство интересует такие, ну так скажем, новомодные, да, направления, как профессии менеджеров, экономистов, ну и традиционно юристов. И в скором времени у нас состоится встреча с Юрием Витальевичем Христовым, заместителем председателя правления Банка России. Сейчас разрабатываются кейсы и формулируются вопросы к Юрию Витальевичу. На всех пресс-конференциях активное участие принимали наши юные корреспонденты наших школьных СМИ. Без них не обходится ни одно мероприятие в школе и в районе. И мы очень гордимся нашими школьными СМИ, потому что они работают действительно профессионально и выдают очень
интересные и значимые продукты своей деятельности. Все начиналось со школьной газеты «Винегрет», основанной в 1996 году, и постепенно развивалась. И сейчас школьная газета «Винегрет» сотрудничает со школьным радио, школьные новости, и со школьным телевидением, которое присоединилось к названию «Винегрет ТВ». Содержание наших школьных СМИ, конечно, различно, оно поднимает различные вопросы и проблемы повседневной нашей жизни, ну и то, что на данный момент волнует наших читателей. Читательская аудитория очень широкая. Как обычно, конечно, это ученики, учителя, родители. Так как сейчас, на данный момент времени, наши школьные СМИ вышли на интернет, широкое интернет-пространство, то вы можете присоединяться, аудитория наша все расширяется. Структура газеты и ее рубрики, несмотря на смену форм, да, остаются, в общем-то, постоянной, хотя и возможно, конечно, размещение различных материалов на другие темы по решению редколлегии Винегрета. Очень многое, конечно, зависит от главного редактора. И нам очень повезло. Главным редактором уже несколько лет является представитель нашего педагогического коллектива, историк по образованию Жанна Викторовна Прохорова, которая очень удачно работает, очень успешно с редколлегией школьников. Она и материал отбирает, и корректуру производит материалов, предоставленных детьми, планирует работу. И в редколлегию включаются учащиеся различных возрастов, и численность и состав, в общем-то, варьируется, хотя есть и постоянные корреспонденты, работающие много лет. 21 век нам, так сказать, выставляет определенные требования. Мы совместно с детьми в этой деятельности формируем критическое мышление, развиваем сотрудничество, инициативу, предприимчивость, развиваем любопытство и воображение, учим их принимать решения, учим навыкам сотрудничества, познавательной деятельности, владение языковыми средствами и, конечно, учимся продуктивно общаться и взаимодействовать в команде. Пресс-центр наш работает и как учебная платформа, потому что выпуски ежедневных газет, новостей, видеотрансляций требуют определенных навыков. И поэтому проходят обязательно теоретические занятия, особенно для новеньких. Очень активны в этом плане пятиклассники. И профессиональная подготовка корреспондентов происходит не без участия приглашенных специалистов. Например, из факультета журналистики Санкт-Петербургского университета. Ну и как результат, багаж юных журналистов, начинающихся, в их копилку, в их портфолио складывается умение говорить, читать, писать, умение фотографировать, строить кадр, умение снимать видеоролики, работать с различной новой техникой, развивает их любопытство, желание высказаться красивым, правильным, красивым русским языком, а также на английском. И решаются в процессе деятельности их совместной какие-то их проблемы в общении со сверстниками, а также со взрослыми. Что же необходимо юному корреспонденту? Ну, все тоже умение общаться с людьми, да, и с другими корреспондентами, умение планировать свою деятельность,
умение распланировать свой рабочий день и свободное время, потому что профессиональная деятельность журналиста требует очень больших временных рамок, и чтобы это не было в ущерб учебе. Умение работать с современной техникой и обрабатывать полученную информацию, редактировать, создавать тексты в различных жанрах, верстать ту же газету и новости. Существуют в винегрете специальные выпуски. Для малышей это собрание «Салатик», и для наших юных поэтов и писателей собрание «Пестрых глав». Специальные выпуски газеты обязательно ежегодно делаются для выпускников. В результате деятельности редакции газеты «Винегрет» развиваются детские инициативы. Существует уже давно страничка в социальных сетях ВКонтакте, а также обязательно ежедневные практически новости на сайте школы от газеты «Винегрет». В газете, как вы видите, существует своя символика, и редакция газеты принимает активно участие во всех наших внеклассных мероприятиях. Как ранее говорили мои коллеги, мы участвуем во многих конкурсах и, в общем-то, получаем довольно часто, практически всегда, призовые дипломы и являемся победителями многих конкурсов. В результате деятельности наши юные журналисты могут соревноваться по стандартам Junior Skills в открытых чемпионатах профессионального мастерства в компетенции медиажурналистика. Так как администрация школы видит, что деятельность наших редакций и школьных СМИ достаточно успешна, используя выигранные в конкурсе «Первые достижения» гранты, нам в этом году открыта практически профессиональная видеостудия и студия звукозаписи для нашего Винегрет ТВ, которым руководит Матвеева Анастасия Борисовна. Работая в нашем видеоцентре, на радио и в газете, наши юные журналисты довольно уже часто выбирают современную журналистику своей профессии. Видеостудия организует школьный досуг мальчишек и девчонок и направляет их на созидательный творческий поиск. И, выпуская видеопродукцию для своих сверстников, современный ребенок профориентируется и вписывается благоприятно в социализацию. Вы видите, например, Маргариту Лаврикову, которая, начиная с 5 класса, являлась корреспондентом нашей видеостудии, снимала репортаж о профессиональной деятельности пожарных и поднимала в своем видеорепортаже проблемы экологического порядка, выходила уже в городское пространство с этим вопросом. И как результат деятельности наших школьных СМИ могу представить вам Анну Кружалову, корреспондента, выпускницу 2015 года, корреспондента областного телевидения, и Марию Кучеренко, выпускницу 2019 года, которая, пройдя через работу в газете, на радио школьном и школьном телевидении Винегрет ТВ, теперь уже работает, несмотря на то, что учится в высшей школе экономики, работает
журналистом уже в интернет-пространстве и свои репортажи делает на английском языке. На этом я хочу закончить свое выступление, поблагодарить всех за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Робертовна. Я хочу поблагодарить всю вашу команду, Юрия Владимировича, Людмилу Ростиславовну за участие в нашем семинаре. Ваша работа, это прекрасный опыт, система работы, она видна. И спасибо вам за такую большую работу. И я надеюсь, что наши коллеги тоже будут рады принять ваш опыт. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что мы дальше будем сотрудничать. Уважаемые коллеги, если есть вопросы к нашим коллегам, пожалуйста, задавайте их в чате, они с удовольствием ответят. Спасибо. А сейчас я даю слово Наталье Владимировне Акуловой. Наталья Владимировна, вы тут? Наталья Владимировна? Меня зовут Ага. я представлять третью школу. Видно, слышно меня? Видим, мы вас видим, очень рады видеть Хорошо, вас. слышно, да? Все хорошо слышно и видно. Ага, презентацию тоже видно. Ну, тогда я начну. Итак, Да. добрый день. Я педагог-психолог, меня зовут Сажина Виктория Викторовна, и я представляю муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, среднюю общеобразовательную школу номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. В 2015 году была разработана концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования. Эта концепция была основана на 3 базовых принципах: непрерывность, социальное партнерство и практикоориентированность. В современном обществе профессиональный выбор человека – это предмет социального договора между всеми субъектами, которые заинтересованы в результате этого выбора. Основными участниками договора выступают работодатели, школьники и их родители-законные представители, а образовательные организации выполняют роль квалифицированного посредника. Вот именно в нашей школе организовано такое взаимодействие: работодатель, школьник и родитель. Мы представляем вашему вниманию наш проект, который мы успешно реализуем в старших профильных классах. Итак, профильное обучение мы реализуем с 2006 года. Старт ему дало открытие первого Роснефть-класса в Республике Коми, которое было организовано на базе нашей школы. Нашими постоянными партнерами являются ООО «РН Северная нефть», Ухтинский государственный технический университет, Государственное бюджетное здравоохранение больница центральная Усинская, Санкт-Петербургский технический университет и Северный государственный медицинский университет города Архангельска. Цель нашего проекта – это обеспечить качественной довузовской подготовкой старшеклассников, которые планируют поступление в профессиональные учебные заведения технической, медицинской и социально-экономической направленности. Наше профильное обучение состоит из 2 профилей. Первый профиль – это технологический профиль, это Роснефть-класс, и универсальный профиль, который состоит из 2 направлений. Это медицинское направление и социально-экономическое направление. Я остановлюсь подробно на каждом из них. Сейчас хотим продемонстрировать вам наш видеоролик про Роснефть-класс. Анжелика Васильевна, нам нужна ваша помощь. Угу. Что случилось? Что случилось? Видео, ролик. Ага, видеоролик включаю. Да. Угу. Это не наш. Угу. Задач кадровой политики общества с ограниченной ответственностью РН «Северная нефть».
Эффективным решением этой задачи стала созданная в 2006 году система непрерывного образования «Школа, вуз, предприятие». Цель ее создания – обеспечение постоянного притока в общество высокообразованной, талантливой и профессионально подготовленной молодежи. Первая ступень системы непрерывного образования – это Роснефть-классы в стратегически важных для компании регионах на базе лучших учебных заведений, в которых обучаются учащиеся 10-11 классов, прошедшие индивидуальный отбор. Индивидуальный отбор учащихся состоит из оценки образовательных достижений, а именно результатов государственной итоговой аттестации по профильным предметам – математике, информатике и физике. Средний балл аттестата должен быть не ниже 4. Отметки по профильным предметам «хорошо» и «отлично». Мотивация кандидатов на зачисление в Роснефть-класс, получение профессии, востребованной в нефтегазовой отрасли и трудоустройство в общество определяется в процессе личного собеседования. Система работы Роснефть-классов предусматривает разностороннюю поддержку профильных классов со стороны Северной нефти, участие в отборе наиболее способных детей, организацию учебного процесса, обеспечение повышения квалификации педагогов, ремонт помещений и оснащение кабинетов современной техникой и лабораторным оборудованием. Программа обучения учащихся Роснефть-классов включает углубленное изучение физики, информатики и математики, дополнительное образование и спецкурсы по профильным предметам, ведут которые преподаватели вузов. Учащиеся имеют возможность заниматься проектной и исследовательской деятельностью, принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях. Помимо углубленного изучения профильных предметов, с учащимися ведется целенаправленная профориентационная работа с привлечением сотрудников общества. Школьники знакомятся с обществом с ограниченной ответственностью РН «Северная нефть» и компанией «Роснефть», с перспективными профессиями нефтегазовой отрасли, общаются с молодыми специалистами и ветеранами производства, участвуют в общекорпоративных мероприятиях. Для учащихся Роснефть-классов ежегодно проводятся командообразующие тренинги личностного роста, семинары на профессиональное самоопределение и другие мероприятия, позволяющие школьникам сделать осознанный выбор профессии, вуза и своего будущего. Являясь выпускницей Роснефть-класса и пройдя систему непрерывного образования школы, вуз, предприятия, я могу с уверенностью сказать, что Роснефть-класс мне дал путевку в жизнь. Ведь сегодня я являюсь сотрудником большой команды общества с ограниченной ответственностью РН «Северная нефть». И у каждого из вас есть шанс стать частью нашей большой семьи. Я очень рада, что являюсь выпускницей Роснефть-класса. Спасибо большое компании за предоставленные возможности и эмоции, которые я буду помнить на протяжении всей своей жизни. Я доволен тем, что я обучаюсь в Роснефть-классе, так и Северная нефть привела возможность посещения производственных объектов и посещения вузов-партнера УГТУ, в которые в дальнейшем я буду поступать. Итак, Роснефть-класс у нас был основан в 2006 году. Учебный план состоит из 3 важных составляющих. Это углубленное изучение математики, физики и информатики. Также проводится довузовская подготовка, которую осуществляют преподаватели филиала Ухтинского государственного технического университета. И проводятся элективные курсы. Это индивидуальный проект, черчение, задача с экономическим содержанием, уравнение и неравенство с параметрами, решение планометрических задач и курс элективный «Профессиональное самоопределение». Расскажу немного про элективный курс «Профессиональное самоопределение». 2 раза в неделю ребята посещают элективный курс, который разработан с таким учетом, чтобы был не только теоретический материал, но и проведение индивидуальной диагностики, бесед, тренинговых занятий, встреч и мастер-классов. На каждого ребенка разрабатывается индивидуальная профкарта, в которую включены такие составляющие, как итоги различных профессиональных диагностик, выявленные интересы, способности, качества для того, чтобы максимально помочь ребенку выбрать ту профессию, которая будет подходить под 3 главных составляющих. Хочу, могу, надо. Хочу то, чем нравится заниматься, могу то, что могу делать в соответствии со своими способностями, возможностями, и надо, это самое главное, что будет востребовано на рынке труда.
Когда у нас ученик получает аттестат, с каждым из них мы индивидуально заполняем документы, которые необходимы для поступления в вуз. То есть для каждого ребенка смотрим индивидуальную образовательную траекторию в высшие учебные заведения. Ежегодно у нас школа составляет совместный план работы с УГТУ и компанией ООО «РН Северная нефть» по профориентации. Он включает в себя ряд обязательных различных разноплановых мероприятий, которые разработаны для всех участников образовательного процесса, для педагогов, для учеников и для родителей законных представителей. Вы можете сейчас видеть перед собой на слайде эти мероприятия. Это и психологическое сопровождение и тренинги, которые проходят как в городе Усинске, так и в Санкт-Петербурге. Это и профориентационные экскурсии на производственные объекты, и это профориентационные экскурсии в вузы-партнеры компании РН «Северная нефть». Дополнительно компания РН «Северная нефть» осуществляет материальное поощрение для своих учащихся. Это для отличников учебы, это для победителей и призеров олимпиад по физике, по математике, по информатике, а также для победителей и призеров различных конкурсов, смотров, социально значимых акций и мероприятий. При успешной сдаче профильных экзаменов компания РН «Северная нефть» предлагает своим выпускникам заключить договор на получение целевого места в Ухтинский государственный технический университет. При этом ребята могут выбрать 2 специальности. При приеме в 10 класс технологического профиля Роснефть проводится индивидуальный отбор, который утвержден локальным актом. Это порядок индивидуального отбора на прием в 10 профильные классы на уровне среднего общего образования. В этом акте закреплены следующие критерии, которые вы видите перед собой на экране. Это наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом не менее 4 баллов, результаты ОГЭ по математике не ниже отметки «хорошо», итоговые отметки в аттестате по физике и информатике не ниже отметки «хорошо» и портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года. В обязательном порядке на индивидуальное собеседование присутствует представитель РН «Северная нефть», которая тоже слушает ребят, почему они должны вступить, почему хотят попасть в Роснефть-класс. Следующее направление профильное. С 2014 года у нас функционировал медицинский класс, но так как этот профиль был востребован не в полном объеме, в 2018 году возникла потребность основать универсальный профиль, который состоит из 2 направлений. Это медицинское направление и социально-экономическое. На экране вы видите учебный план медицинского направления класса. В учебном плане мы предлагаем на углубленном уровне изучение следующих предметов. Это химия и биология. Обучение по данной программе нам дает возможность ученикам достигать высоких результатов в различных научно-практических конференциях, олимпиадах по химии, биологии и, конечно же, это ЕГЭ. Элективный курс биологии и медицина у нас проводят врачи УЦРБ города Усинска, и ученики имеют возможность реально оценивать различные направления в работе врача. И при успешной сдаче профильных экзаменов Министерство здравоохранения Республики Коми предлагает нашим выпускникам заключить договор на получение целевого места в медицинские вузы страны. При этом ребята могут выбирать 2 вуза. Индивидуальный отбор в 10 класс универсального профиля по медицинскому направлению у нас осуществляется при выполнении следующих условий. Это наличие аттестата об основном общем образовании со средним баллом в нем не менее 4 баллов, итоговые отметки в аттестате по биологии и химии не ниже отметки «хорошо» и портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года.
Социально-экономическое направление. На данный момент профессии социально-экономического направления, такие как эколог, маркетолог, финансист, логист, аудитор, довольно высоко востребованы, и поэтому возникла потребность открыть в универсальном профиле социально-экономическое направление. Особенностями учебного плана этого класса является углубленное изучение отдельных предметов и лективных курсов практической направленности, которые вы видите перед собой на экране. И индивидуальный отбор в 10 класс универсального профиля по социально-экономическому направлению у нас осуществляется следующим образом. Это тоже проходит индивидуальное собеседование. При наличии аттестата об основном общем образовании со средним баллом в нем не менее 4 баллов, итоговая отметка в аттестате по географии не ниже отметки «хорошо», результаты ОГЭ по математике не ниже отметки «хорошо» и портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года. Наш проект по профильному обучению успешно реализуется, и это подтверждают высокие результаты ЕГЭ по учебным предметам, которые изучались на углубленном уровне, и результаты поступления в вузы выпускников 11 классов. Перед собой на экране вы видите результаты по итогам 2020 года. Могу сказать, что наш опыт работы в 2018 году был отмечен благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации как лучший проект по созданию единого информационного банка лучших практик по организации работы, профориентации и самореализации обучающихся. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Мы передаем слово Светлане Николаевне Чушевой. Светлана Николаевна, вы тут? Угу. Светлана Николаевна, мы приветствуем вас. Очень рады видеть. Всем рада. Ага. Ну что, включаем презентацию. Включаем презентацию, да? Да. Нажимайте. Не могу, не вижу презентацию. Скажите, пожалуйста, как она называется? Называется «Муниципальное общеобразовательное учреждение» и так далее. Да, это презентация. В современной России наметился устойчивый переход к укреплению государственности, возрождению культурно-исторических традиций. По этой причине система воспитания, имеющая прочные, проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании в соответствии с новыми реалиями. Учитывая эти изменения, перед педагогами школ стоит новая задача – создание системы воспитания, которая одновременно учитывала бы исторический опыт и традиции и соответствовала реалиям современной России. В 2015 году был принят закон Республики Коми о кадетском образовании в Республике Коми, в котором были даны разъяснения некоторым понятиям, определены цели и задачи кадетского образования. Цель кадетского образования видна на слайде и полностью совпадает с той целью, к которой мы идем педагогическим коллективом. Положительный опыт развития кадетского движения у меня был не в городе Сыктывкаре, а гораздо ранее, с 2012 года. И придя в школу в 2016 году, в 2018, где тоже развивалось кадетское движение, я четко понимала, что, во-первых, необходим опыт сотрудничества с социальными партнерами, который, в принципе, был, и понимание того, что без социальных партнеров это направление совершенно не может быть реализовано. Остро стоял вопрос по привлечению социальных партнеров, которые не только могли бы помочь в реализации направления работы с кадетами, но и взяли бы на себя часть воспитательной функции. И оказали помощь в профессиональной ориентации, но самое главное, стали бы главными, основными консультантами в работе.
С чего можно начать эту работу и как ее начинали? Во-первых, была сформирована рабочая группа, в которую вошли педагоги, заинтересовавшиеся данным направлением. Продумывалась модель патриотического воспитания, в частности, провели беседы с родителями, рассказывали о своих идеях, что мы хотим в целом реализовать. Конечно, поиски партнеров были. И, конечно же, продумывался учебный план, чем будут заниматься наши кадеты. И в конечном итоге появилась вот такая модель патриотического воспитания, которую вы видите сейчас на слайде. И реализуем мы эту модель через систему мероприятий с участниками образовательного процесса, поисково-исследовательскую деятельность, взаимодействие с другими образовательными организациями, общественными организациями, средствами массовой информации. У нас появились традиции, открывшие новые возможности в совершенствовании форм и методов работы с кадетами. И этими традициями мы очень гордимся. У нас очень интересно проходят и День знаний, и посвящение в кадеты, и Дни воинской славы, возложение цветов к вечному огню, митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, вахта памяти, почетный караул, кадет года в рамках школьного проекта «Ученик года», результативное участие в военно-патриотической игре «России верные сыны», День борьбы с терроризмом, ну и, естественно, уклад кадетской жизни – это особый уклад. Развивается у нас кадетское самоуправление, кадеты становятся участниками всех патриотических мероприятий города. По всей системе работы школы реализуются идеи сотрудничества и формируется благоприятный психологический климат, в котором у кадета развивается потребность и способность осуществлять работу по самосовершенствованию, обогащается интеллектуальный, нравственный, эстетический и физический потенциал его личности. Сегодня у нас появился постоянный социальный партнер. Министерство внутренних дел по Республике Коми. Именно Министерство внутренних дел выступило инициатором принять на себя заботу о кадетских классах. И первая встреча с работниками Министерства внутренних дел у ребят состоялась 1 сентября 2020 года. Наши кадеты были представлены работникам Министерства внутренних дел на традиционной линейке, посвященной Дню знаний. Строевая подготовка, знаменная группа, умение выполнять команды, патриотические песни – все произвело впечатление на присутствующих. Совместно с социальными партнерами нами была создана нормативная база. Это положение о кадетском классе. Заключены договоры о сотрудничестве. Разработан учебный план, план воспитательной работы кадетских классов, совместный план мероприятий, который включает работу не только с детьми, но и с педагогами школы. Созданы и создаются методические продукты. Программы внеурочной деятельности совершенствуются. И новое, что на сегодняшний день у нас есть, это готовые программы внеурочной деятельности и подготовлена к выпуску совместно с МВД настольная книга кадета. Разрабатывается стратегия взаимодействия по профориентационной работе, дальнейшему обучению в учебных заведениях после школы, то есть получение целевых направлений в ВУЗ. И, конечно, разработаны интереснейшие мероприятия, которые мы обязательно проведем совместно с кадетскими классами других школ, когда это нам позволит обстановка с пандемией. Хочу отметить, что к данной работе не только мы привлекаем Министерство внутренних дел. На сегодняшний день мы очень тесно сотрудничаем и с другими учреждениями города. Вот недавнее мероприятие, в общем-то, на котором присутствовали практически все наши социальные партнеры.
Значит, мы сотрудничаем с Центром дополнительного образования номер 18 «Успех», благодаря которому наши кадеты занимаются танцами, поют. Совместные мероприятия приобрели совершенно другую окраску. Умение ходить в строю и делать строевые упражнения приобрели совершенно другой вид и значение для ребят. Управление Росгвардии по Республике Коми, Управление противопожарной службы и гражданской защиты тоже являются нашими социальными партнерами. Проведение классных часов, часов мужества, экскурсий с целью ознакомления с профессиями уже стали традиционными. Юношеская библиотека Республики Коми, Сыктывкарская городская библиотека тоже наши социальные партнеры. Мы проводим совместные уроки мужества, дни воинской славы, мероприятия, направленные на формирование чувства любви и долга к своей малой родине. Также к социальным партнерам мы относим и федеральное казенное учреждение ИК-25 УФСИН России по Республике Коми. Мы уже неоднократно выходили с экскурсиями, поздравлениями с праздниками. Кадеты выступают на мероприятиях, соревнуются с работниками УФСИН. Интересная работа проводится и с кинологической службой, ну и, конечно, знакомство с профессиями. Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви позволяет нам проводить с ребятами беседы на нравственные темы: семья, любовь к Отечеству, помощь ближнему. Совет ветеранов города Сыктывкара, Союз ветеранов локальных войск – это тоже наши социальные партнеры. Молодежный центр патриотического воспитания города, совместные патриотические игры на базе школы, а также творческие конкурсы и игра «Зорница». Также социальным партнером является Сыктывкарский государственный университет. У нас тоже с ними заключен договор о сотрудничестве с учебным заведением. Мы часто проводим встречи со студентами. Особо интересна специальность техносферная безопасность. И в рамках работы детского оздоровительного лагеря в период каникул мы привлекаем студентов для работы в отряде «Мы за безопасность». Они проводят интересные квесты по безопасности, знакомство с профессией происходит, ну и, естественно, другие мероприятия. Я хотела бы, чтобы вы сейчас очень кратко, не знаю, почему не пошла презентация, не все слайды можно было посмотреть, но я хочу, чтобы вы посмотрели очень такой вот короткий отрывок одного из мероприятий, где наши кадеты, ну, в общем-то, показывали то, что они умеют. Можно включить, да? Мероприятие построен. Командир взвода, строк. Здравствуйте, товарищи! Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Михайлович Сицкий. 2020 год. Служи России,